Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, дорогие соотечественники. Сделать это выступление меня побудило одно событие. Дело в том, что позавчера мне один человек в Телеграме сообщил о том, что они собираются, в Стамбуле собирается сделать митинг протеста против существующей диктатуры в Туркменистане, против действия нелегитимного президента, против всей его политики. И я в душе, честно говоря, обрадовался, клянусь своими детьми, совершенно искренне, что вот что-то началось, что-то начало сдвигаться. И потом мне скинули фотографии, там фотографии, где они сидят за столом, участники этого будущего митинга. На столе накрыта еда, напитки стоят. Вот. Ну, люди, так сказать, мирно, целенаправленно общаются. И я ждал этого события, ждал, чем закончится. И вот вчера мне буквально сообщили весьма неутешительные вести о том, как все произошло. Проще говоря, это можно назвать полнейшая фиаско. Были продемонстрированы чудовищная неорганизованность, спонтанность и то, как обычно делается в Туркменистане. Шакл-шукур. Вот так. Слепили наспех из говна и палок. Прошу прощения, конечно, за мой французский. Я видел, мне прислали видео о том, что как отъезжает этот фургон транзит, и о том, что этот человек говорит тем. Было сообщено, что произошла драка. Но вы знаете, драка это тогда, когда две стороны подрались, но вопрос не закрыт, и они, расходясь, кричат друг другу угрозы и обещают, что они еще встретятся. Или, например, дело заканчивается примирением. Там же я увидел, что на лицо произошло не драка, а избиение. И человек, отъезжая на машине, крича грязные ругательства, задевая чью-то мать, вернее, даже их всех матерей, а те в ответ ни слова не говорят, помогает подняться человеку с тротуара, которого, видно, и больше всех досталось. Ну что, это в очередной раз продемонстрировало о том, как все поставлено у так называемой оппозиции. Все вот так, как показывает видео. Вот у меня вопрос, когда вы сидели за столом, там кушали этот плов или что вы там делали, я не знаю, да? Неужели никто из вас не задумывался и не поднял вопрос, слушайте, давайте при проведении митинга отведим несколько человек, которые будут заниматься вопросами безопасности и будут блокировать каких-либо провокаторов. Вы что, не знали, что будут провокаторы? Или вы думали, все будет ровно и мягко, так сказать? Все пройдет на высшем уровне. Тогда я не знаю, что у вас в головах. Совершенно непонятно, чем руководствуетесь и чем мотивируете вы, когда вы собирались проводить этот митинг. Что у вас в головах? А вот другая сторона, она показала четкую организованность, четкий план. И она делала так, как надо было делать. Она вас вставила в свою подпрограмму и просто пропустила по стеку. Вот что и произошло. У организаторов митинга сейчас стоит очень архисложная задача. Как мне сообщили, несколько человек задержаны и вроде бы собирается привлечь адвоката, и адвокат запросил кругленькую сумму. Ну, у организаторов этого митинга стоит архисложная задача – собрать деньги.
на этих адвокатах, на этого адвоката. Потому что если вы их не вытащите, ребята, больше за вами люди не пойдут. Понимаете? На этом вся ваша деятельность будет закончена. Вы станете просто политическими трупами. Иного не дано. И я вот не знаю, как вы будете выходить из этого положения. В одном из роликов, под роликом Какамалада Хыдырова, некто, не буду озвучивать его фамилию и имя, сказал, говорит, хватит заниматься вак-ваком, да? Надо собирать деньги и организовать по типу Моссада. Ну вот, ребята, как говорится, в унисон этому заявлению, вот у вас и есть действительно, посмотрим, как у вас получится собрать эти деньги. Говорили же, что 2 миллиона, если каждый по доллару скинется, горы можно свернуть. А тут в масштабах 2 миллионов собрать по $1 сумма такая-то незначительная. А на будущее я хочу сказать, что это все печально. Я не злорадствую ни в коем случае. Могу чем угодно святым поклясться. Я не злорадствую. Я просто говорю то, что есть. Также прошла информация, что там пошли собирать с собой побои. Для чего? Если у них есть дипломатический статус, если они сотрудники консульства, им ничего за это не будет. В лучшем случае, если вы наймете адвоката, если он начнет добивать это дело, власти Турции просто депортируют их. Их просто выставят из страны с формулировкой «персона нон грата». Только для этого нужны мозги, для этого нужны люди с головой и с деньгами. А теперь же просто скажите, а у вас такие люди есть? Очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, что кто-то этим займется, что найдутся для этого деньги. И я могу одно сказать, что консульские службы знают об этом. Они знают, что у вас нет ни людей с мозгами, с образованием и нет денег. У вас есть только, как сказал этот участник, вак-вак. И больше ничего. Мне печально увидеть такой результат. Это просто полная фиаско. Ну, что можно сказать? Как в прошлый раз, как в этот раз. Как было, так все и осталось. Ребята, пора же взрослеть наконец. Вы пытаетесь бороться против государственной машины Турции и Туркменистана. У них деньги, у них сильная организованность, и они гораздо сплоченнее вас. А что есть у вас? У вас нет финансирования, у вас нет никакой организованности, поэтому все так. Я озвучу одну вещь. Если есть какой-то хороший стартап, обязательно находится финансирование. Обязательно найдутся инвесторы, которые захотят вложить деньги в это дело. Ваш стартап не заинтересовал инвесторов, потому что инвесторы тоже с головой, они понимают, что финансировать ваши оппозиционные потуги – это бессмыслица. Деньги будут разворованы, потрачены на что угодно, но только результата не будет никакого. Поэтому никто не финансирует вас.
Есть богатые туркмены с границы, которые недовольны этим режимом и которые тоже уехали из страны, потому что этот режим не давал им возможности, а у некоторых даже и отобрал. И у них есть какие-то деньги, и они не собираются вкладывать ни в какие оппозиционные движения, потому что те, кто в этих оппозиционных движениях, первым делом что? Начнут улучшать свое материальное благополучие и ничего не будут делать для действительной реальной смены режима, а будут создавать какую-то имитацию. Поэтому вот что я хотел сказать. Поглядим, как это у вас получится. Выйти из этого блудника. Бросите их. Все, ребята, ваша песенка спета. Всем добра, благополучия. Опять же говорю, я не злорадствую, ни в коем случае, просто у меня такой стиль изложения, да. Всем добра и удачи. Пока.